الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Брат, я хотел бы обратиться к Ляну Ибрагиму по поводу, он недавно его высказывания, он упомянул меня, что недавно ему позвонил из Австрии Ингуш, представился как представитель кино. Про кого он говорит, что ему позвонили из Австрии Ингуш, это я. Но я ему не представился как представитель кино. Я ему подчеркнул, что я не являюсь представителем кино, я никакого отношения к кино не имею. Это была моя личная инициатива. По личному мнению я ему позвонил, что обратился к нему призывом, чтобы он объединился с комитетом ингушской независимости. Я в нем увидел пользу, что они объединятся, будет в этом благо и польза для нашего народа. Почему? Потому что ранее он сам был сторонником независимости Ингушетии, поэтому я к нему обратился с призывом, чтобы он объединился с комитетом. Но он их обвинил, что они закаевский проект, что он не доверяет им. Но без фактов кому-то не доверять тоже это нельзя по исламу. Почему? Потому что должны быть веские доказательства, что этот человек не вызывает доверия, и что у него, если он обвиняет, должны быть доказательства. Но он их доказательства не привел, это просто он по личному мнению, он так считает, и он то, что он считает, выдает за действительность. Но это его право, ему отвечать перед Всевышним, то, что он наговаривает на людей. Я хочу просто его исправить, опровергнуть то, что он сказал, что я представился представителем кино. Я заявляю, что я не являюсь представителем кино, и я не из комитета, и меня комитет не уполномочил ему позвонить. Это была моя личная инициатива. Я никакого отношения к комитету не имею, но я сторонник независимости, я буду всячески помогать тем, которые хотят освободить мой народ от рабства, от оккупации русских. И любому народу, который хотят освободить от рабства, от оккупации, я буду сторонник их, я буду их поддерживать и буду всячески оказывать помощь тем, чем я смогу. Почему? Потому что как Россия появилась на Кавказе, и всех, которые народы они оккупировали, у них менялась власть, цари, президенты, но политика по отношению к нам у них никогда не менялась. Мы знаем, что как Россия появилась на Кавказе, они друг друга стравливают, убивают, уничтожают. Мы находимся в самом худшем положении. Поэтому я вижу свой народ только свободно от оккупации русских. Так как наши предки нам завещали, что над своей папахой мы видим только небо. Это так и есть, и так и было. Хотя многие хотят сейчас это исказить, хотя говорят, что наши предки нам завещали братские отношения с русскими, что мы добровольно вошли в состав России. Это неправда. Мой тейп Гахбе туда тоже не входил. И многие Хулхой тейп тоже не входил. Многие тейпы туда тоже не входили. Этот факт есть факт. Поэтому я буду всячески оказывать помощь и буду сторонником тех, которые хотят освободиться от рабства. Дай Аллах, чтобы на Кавказе мы смогли освободиться от рабства русских, чтобы воцарился мир на Кавказе, чтобы мы жили в мире и согласии. Ахира давана, алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум.